Комитете по бюджету Госсовета Коми рассмотрели отчеты контрольно-счетной палаты региона. Из интересного, надзорное ведомство проверило, как использовались бюджетные деньги, выданные на строительство инфекционной больницы. Нашли ли нарушения, расскажет Евгений Стокос. Строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре попало под всевидящее око контрольно-счетной палаты. Из-за множества разных факторов, от роста цен на стройматериалы до неторопливости подрядчика, с сентября 2020 года объект был завершен менее чем на 10%. В общей сложности на больницу потратили 1 256 миллионов рублей из республиканского и федерального бюджетов. Трату почти 160 миллионов из них контрольно-счетная палата признала безрезультатной. Что касается инфекционной больницы, мы установили, что в принципе были предпосылки для расторжения договора ранее срока, потому что практически задержка получилась 19 месяцев. Тот фундамент, который уже есть на сегодня, требуется работы провести, это нам эксперт тоже указал, по где-то откачиванию воды, где-то провести дополнительную экспертизу. Больницу, тем не менее, достроят. Минстрой рапортует, что уже заключены контракты на корректировку сметы и сами работы. Рабочие должны начать в июле. Но депутаты всерьез обеспокоены удорожанием медицинского оборудования. Обставят ли инфекционку по последнему слову техники или придется умалять желание? Ответа пока нет. Еще один вопрос в повестке комитета – распоряжение и управление долями предприятий в собственности Коми. Из 19 компаний, долю в которых имеет республика, 16 принадлежат ей целиком. И акции, как сообщает контрольно-счетная палата, приносят региону не так уж много дивидендов, потому что большинство компаний с госучастием требуют постоянной поддержки. 5-6 предприятий, которые работают достаточно стабильно. Предприятия это у нас и Сыктывкарский лейководочный завод, пиццефабрика, ККТ. Ну, остальные предприятия достаточно или в ноль, или в минус. Поэтому на основании того, что ряд предприятий акционеров работают с прибылью достаточно, то есть есть факты, когда данные средства отвлекаются, так сказать, на поддержку других акционерных обществ. Последний вопрос в повестке – подготовка к очередной сессии парламента. Планируются ожидаемые изменения налогового законодательства, чтобы отвечать вызовам времени. Послабления коснутся предпринимателей, сферы логистики и бюджетов муниципалитетов. Для IT-сферы мы понижаем здесь налоговые ставки по упрощенной налоговой системе. Мы даем льготу по налогу на имущество для организаций, которые осуществляют грузовые и пассажирские воздушные перевозки, и также определенный перечень. И в части межбюджетных отношений основная часть это будет касаться зачисления норматива отчислений по упрощенной налоговой системе в размере 100% в бюджеты муниципальных образований. Это где-то порядка будет упадающих налогов в размере 1 миллиарда рублей. В бюджете Коми выросла доходная часть бюджета до 2024 года на 5 миллиардов рублей. Часть этих средств отправится в резервный фонд, чтобы в случае форс-мажора регион имел подушку безопасности. Другая же часть уйдет в муниципалитеты в виде дотаций. Евгений Стокос, Артем Соколов, Юрган.